Этноцентр Вилиш Оштис Ашисы Бассеса Гыще Зоджин Кадналоктиса Ловлан Бикывнима фестиваль было. Литературное мероприятие Чукартис Этла Татчана Гижищезас, сценаристезас да Аскывради Тищезас, медбытацашна Таматкат, Торьячины творчеством да Кывзаны Мадиккезас. Это фестиваль впервые чулатами 15 года и гижище спонда, бар, деспонда, шилище спонда, когда гижиначности, буррез и музыка. Всех идея сгоничес отерла, и мы от куимат прища решили öktün чукортны утерса, гижищеса и барписа мешо, медбуния ökшиса, регионез Финно-Угорский и Пермский край. Того меня локтан Удмуртия отер, Марий Элыш Шилищез и Ханты-Мансийский округ Югра. Я считала, что локтан литература веддес, когда было интересно творчество мен гижищезлен и мадик регионы здесь гижищезлен. 2500 километров приблизительно ездил на поезде, на автобусе и приехал сюда. Моя цель была познакомиться с финно-угорскими национальностями. Я был раньше уже и Йошкар-Оле, и Ижевске, и Сыктывкаре и так далее, и очень часто в Карелии. Но этот раз никогда не был здесь в Кудымкаре, это первый раз здесь, сюда. И хотел именно познакомиться с вами, потому что это такая редкость в Российской Федерации. Вы, камипермяки, составляете здесь большинством. И это очень интересно. Такая территория осталась еще. Удмуртез Мариецес Компермяккес Финляндия да Соликамскиш Гыщез Акшиса Гыграса Пызанса Медбышорнитны Финно-Угорской Мирлан Шокгезилыш Аджины Атласа решение Кубезла да культуралы Оджлан Шазоралам Шерти. Казаниш гижиш да сценарист Татча Локтис немедо джаешни, но быт прищаеча макшемы сылашета творчество понда виль идеез. Самое главное дело в моей жизни – это литература художественная. Я пишу, публикуюсь и время от времени сотрудничаю с кинематографом. Некоторые мои книги были экранизированы. А здесь я гость фестиваля литературного. Я постараюсь поделиться, наверное, тем, что считаю самым главным лично для себя в своей работе собственной. Потому что тут люди, все, в общем-то, коллеги собрались и чему-то учить мне было бы очень сложно. А просто рассказать о том, как я работаю, ну да, это любопытно. И послушать других, конечно, поближе познакомиться с городом, с округом. Кыклунша фестиваль пучканвалыса чулатам ажбайтам мез мастер-классес да акшем мез. Финно-Угорской отер коласыш локтам гыщез эшет пыркаш матаны. Мы вачкишана панташем мез кола чулатны и оджлань. Майкориш Улиш Евгений Иванович Смертин, оштис посаден этнографический музей, кытан пецата туристы да гыши история, культура, традиция, добыт, обычаи, та он меет лам гыши, пыралам это ашама музея. Здравствуйте, ребята! Вот вы попали в этнографическую мастерскую. Сейчас я вам проведу экскурсию, называется «Дорога. Мифоритуальная традиция». Есть живой мир, есть мертвый мир, есть река, есть простая дорога, есть транспорт как частичка жилого мира, который движется по дороге. В средние века у нас соседи, естественно, были, которым шли дороги. И мы к соседям, мы общались с ними, ездили зимой, например, по рекам на санях, летом на ладьях. Если были какие-то дороги, по земле, то волокуши в основном, потому что телеги сложно было по бездорожью на телегах ездить на дальние расстояния. Майкар – это, городище, Иднакар – это на Аби городище стояло, Кудымкар – тоже городище древнее, Кокшаров – это город из Вятской республики, Беляр – это город
Волжской Булгарии. Значит, волжские булгары, они были посредниками торговли между нами, страной Вису, как бы, и ну, арабским миром, всем будем так говорить. Торговали много чем. Торговали пушниной, металлами, лесом торговали. Вот на таких телегах можно было легче проскочить, будем так сказать, по дорогам. Реконструкция телеги как бы Кудымкарского краеведческого музея, она там есть в запасниках, вот, я ее сфотографировал и реконструировал. Ачыз додис абушакыт себые мортвер мискысканы, а вывезне новьетиса кокнита. Еще одна выездная телега, которая называется Тарантас. Конструкция по фотографии нашей майкерской конца 19 века. На нем сидят две женщины с корзинками, в платочках, в юбочках. Вот эта телега, тоже рабочая телега, реконструкция как бы конец 19 века, начало 20 века, тоже как бы лубом покрытая, классически как бы сделана. Чтобы запрячь лошадь, нужно как бы упряжь. Первое, как бы вот что такое, вот как это называется? Вот смотрите, это хомут. На хомут одевается как бы дуга. Ну, это, естественно, знаете, да? Вожжи, вот. Узда, уздечка, седелка. Вот, например, когда человек не сидит, тогда сиделка запрягает, ну, чтобы, например, шлею одеть, потом сиделка одевается. Пойдемте, теперь расскажу про сани. Сани тоже как бы разные. Бывают грузовые сани, выездные сани. Но самый главный здесь как бы экспонат находится вот это. Не сани, это называется волокуши. Это оглобли одновременно и одновременно сани. То есть сюда лошадь запрягают, и там уже груз уже ложится и волочется, вот так волочется. Это волокуша с усовершенствуйтом сила немощ поддез, когда вила пожа пуктана керрез. Подтам додвилан керрез кыскав ностуй. Шоранжик отернудына эше соттиса поддеса, сидж аркмиса даддез. Рабочие сани, выездные сани, одни сани розвальни, нет, потому что они разваливаются, а то, что они расходятся, поэтому так называются. Вот этот транспорт называется кошовка на 2 или на 1 человека. Эта кошовка тоже реставрированная, она у нас стояла в больнице, вот еще доктора после войны на этой кошовке возили по вызовам. Это у нас простой деревенский вазок. Раньше были вазки даже с печкой. Это же чтобы для зимних передвижений. И печка топится, и там тепло. И человек едет, и ни ветра как бы нету. Но у них есть проблема, они переворачиваются. Поэтому есть запись, когда на боярском вазке везли боярина, он на повороте перевернулся и упал вазок на дверь. А мужик, который вез, он не мог его поднять. И пока он бегал в деревню за мужиками, за другими, и как бы... боярин-то его колел. Евгений Иванович, а вот они были какие? Разного размера? И для разных слоев населения чем-то они отличались? Ну, конечно, у Екатерины II там, или у Петра I там вазки были богатые, во-первых. Вот, была и печка, бывает и печка, бывает в воске, полочки какие-нибудь, может быть, и столик, как вот у нас в автобусах есть маленькие столики, наверное. Может, наверное, были и такие. Бархатом обитые. Бархатом обитые. Ну, так понятно, я говорю, что богатые. Это же что, простой как бы деревенский вазок. Ну а теперь прошу вас, пойдемте на другую половину экскурсии. Лодка. Внизу стоит лодка, называется дубан. Использовались еще в быту в начале 20 века в Косинском районе. Человек сидит и одним веслом управляет. Конечно, не таким веслом. Это у нас весло
из другого как бы варианта. Это тоже не весло, это у нас батала, правильно, не простое батала, а со звуком как бы батала. Раньше как бы иногда за место вот этой железной части просто не коровий, а бычий большой рог вставляли сюда. И когда ты батаешь им, звук в воде как бы, и рыба как бы идет. Рыбацкий короб начала середины 20 века, на котором изображен святые Петр и Павел. Вот, Петр – это покровитель рыбаков, во-первых, а во-вторых, Петров день, 12 июля, это престольный праздник в Майкоре, на котором все жители нашего поселка почитают своих предков. Ой, так здорово, так необычно, интересно. Вы сейчас попали в амбар. В амбаре не всегда бывает светло. Вот. Иногда и раньше и света в амбаре не было. Вот. И в амбар заходили со свечкой, с лампой. Сегодня я вам хочу рассказать про волшебные куклы. Волшебных кукол у нас много в народной культуре. Например, есть у нас вертепные куклы. Ну вот, например, вертеп показывали с помощью кукол, переодевались. Он из Европы же пришел к нам, вертеп. И в Европе петрушки не было, а у нас петрушка появляется и начинает. А, дружок, давай первый звонок, представление начинается, сюда все приглашаются. Кто к нам придет, тот в рай попадет, кто к нам не придет, тот в ад попадет. Ну, у нас в России вот так. Это вертеп. Ну, если на святках как бы не было, например, вертепа, маски одевали. Вот, например, маска шаликуна. В этих масках тоже танцевали, ходили по домам, участвовали, значит, в действиях святочных. Кроме этого, на святках участвовали, вот еще такая кукла участвовала, коза. То есть сейчас как бы вот каледование, каледовщики ходят на святки, больше похоже на Хэллоуин. То есть пришел, стишок рассказал, конфетку получил, ушел. А раньше же это же был целый обряд, приходили с животным. Ну и много было других волшебных как бы кукол, которые как бы на разных праздниках участвовали. Помимо кукол есть здесь снаряжение. Значит, ну это реквизит, который мы используем на праздниках. Здесь и кистень есть, и топор, и копье, и щит, и шлем, и меч, и лук со стрелами. Евгений Иванович, попробовать посмотреть. Да, конечно, можно. Давай вот лук натянем. Держи, Сахар. Как у нас на широком дворе, как у нас на широком дворе, две те зореньки зарятся, две те свашеньки сходятся. Посаин сулало мансийское городище, сечнем лабаз, юг твежа место и еще луастроитом оланин. И здесь появятся как бы разные вот такие арт-объекты, которые принадлежат и татарам, и русским, и компермякам, и другим народам. За Черемухой будет стрельбище мансийское, где на качающейся лодке нужно будет загарпунить там большую щуку. Майкорич в бывшем музее учредилась этнографическая паркан, когда по нас пантавны буденса кинкасья и тацетны быт код народдесан культура эскат. Второй год подряд мы проводим фестиваль исторических реконструкций, который называется «Чуть-Кат». И второй год мы проводим его в Пишнигорте, где проживает наш самый, наверное, известный фольклорист Василий Васильевич Климов, с родины вот именно такого фольклора. В этом году наш фестиваль направлен на возрождение, популяризацию наших промыслов, наших ремесел, нашей обрядовой культуры.
Мы постарались сделать максимально, чтобы это интересно было прежде всего молодежи, потому что мы должны работать на наше подрастающее поколение, делать наши праздники интересными и для них. Локтем чуватный мастер-класс, гончарство, гончарное дело. Відчувалися. Вдаса Денбур, Юр Эгештеве даже. Уджу сечем затягивает один себя и это. Вылез я чем Юра Сегвипты и народу оп, и все, и уже и рытвок. Гончаризм ремесло теца вашка дышань. Это ашамауджи слоис интересный уна гыще спонда. Гончарный круг джик корис аздынас отирас. Сен это мастер-класс дына куж лёджан нюжалась очередь. И уджитла, и учатла, охотовали бочники не быть шой. Буднёш сена итны, берготланы гыграс вылын, щетна сила форма, и дженет каткоста бочны щера петам доз. Бокиш пузан был иш позже снебным мастере занкером шоевой чачаез, кувшиннез да горшоккез. Ечем кожин вила виджеттан, понда сушната дула гажа на чулотам вежалун. Сам ансамбль, мы руководитель ансамбля «Рябинушка», Шадринский сельский клуб. Мы представляем, вот воктим выступайте, воктим вузачны, окрошкан, суран. Так что приглашай там. Пашкам керам нимутын пашкалис мадик фестивальлан площадка. Атик местен акшиса кужишкия инкез. Каднавалиса готова шторечина, аслана с кужем мезен быт гышкат. Сюда раз вытаскивай. Вот. Молодец. Кучем только техника пырет эс пожмунны на площадке из вылын. Отла рассулалась половики с куем пондастанок. Парижик инке извает и сатача ашинес челядниса, медбы мычавны кыч шогманы быдрамада быт кудящеретам Джорджве в тыссез. Сылапанет кыйса покромез да кушаккез. Это шакытуч понда кола терпенью да ыджит вниманию, медбы некерны соращем бырьем узырын. Быдрама аканес да юрвыла коми пермяцкий шамшурез, сиджа туи спондывны аркматны мастер-классы с пучкын.
Мия пандам участвует на квест играем. Мия наговать сыпандащ воктим. Дальше, чтобы больше громко победа. Чтобы получить чудской приз. Мероприятие смен один глиничем. Ми один рада, что Миян район сечем мероприятие и не часто проводичен. Сичушана изюминка таваша фестивальный лойс заветный клад нима квесторсан. А шаман пожешуны и орсан лишь правилоис. Сич быт командан великий ямус участник. Памлан инь, данылан челядь, куим зон да куим ныл. Эчем семья из квестен велиса шижима, локтисан я уналаиш. Архангельск посадиш ныввес да зоннес котортиса карпув-тыр нимувтын. Йогваиш локтиса бабкуллес. Степановское поселение ищ команда Том Пылыс, Пешнигортиш Пешнигорской челядек да Белоева ищ Чудиловы, а сиджа кудым кариш командез, Том Ныввез да Зоннез и Пармалан челядь, Петирса Орсанлан старт вила. Быд сичушана семьяла вылыще там карта, когда черти колес мунны квать контрольный пункт период. Чераньвез, Ловьява, чара там пожум, гаш там ныв, чошкок да крепытки, буры лыщищ. Участники заколы скотортны нети километра кужа дистанция, когда кыщес Пешнигорд посад пычкат. Под испытанию волен колес мчавна ашинес вында точность, смекалка да мывкат. Но амет барящий жимат контрольный пункт период вермиса муна куим метчаш команда, когда мчалися быцан дистанция мунам баршань мет буркад. Карпув-тыр бабкулес да Пешнигорской челядек, эна командеса вичишис париш пам священной пудын. Татансяк капитан излащетис Юржукдан. Медочан тадис Карпув-тыр нима команда иш юралиш, сия и аджис чудской клад. Быт командала эчем вермашем из вайсгаш, лектис настроение, кыджепыр орсанан вермишен лойс эти команда, но мод участники зас это немым да эсгаштемт. Ачидбур и одирбур, ачидумай, одирумай, ачидчош и одирчош, ачидбасek, одирбасek. Мы беденесве, ичит привет, беденесве, ичит ответ. Мы, ребята, молодцы, мы лоевцы! Беденесбур, минем один глиничис, нам всем один глиничис. Один бура организована, и торговля организована бура один. Ну, вообще очень хорошо. И народу очень много. Вообще, вот старый мал сегодня на этой площади, вот этот чего птица Буденнес. Hallelujah, girls hit you, hallelujah, girls hit you, hallelujah, 'cause Uptown Funk don't give it to you, 'cause Uptown Funk don't give it to you, 'cause Uptown Funk
fuck you up. Uptown fuck you up. Dance, jump on it. If you said and flown it. If you freak dead and own it. Don't brag about it. Площадом фестиваль отер коласын оланиот и год чернани. Сен гощес буд буршавичишаны виль развлекательной площадки, концертный номер да мадик берша, когда бы шон тысячелем да дырки школь чистот было. Мероприятие ланзоротищес будет год пыртана программа вершемез. Сич того гощес засвечишес ойру, ойби, нима огненный шоу. Этим представление лоис бурко жинан виджатищес фонда. Шилищес да яктищес сиджа гажатиса будес гагар, асланы шиланки увезен, да яктан незен.